О межэтнических отношениях и сохранении национальной самобытности говорили в Общественной палате Коми. Там прошел ставший уже традицией час с министром. Напомним, его проводят по поручению главы Коми. На вопросы общественников на этот раз отвечал Роман Носков. Руководитель Министерства национальной политики республики рассказал об итогах работы за 2020 год, а также поделился планами на ближайшее время. Так, сейчас регион активно готовится к празднованию столетия Коми. В этом году грант главы на проведение Дня образования республики выиграл Усть-Куломский район. Средства направят на ремонт клубов, школы, детских садов. Особое внимание в ходе встречи было уделено и сохранению коми-языка. У нас идет стимулирование в рамках субсидий возможных. Субсидий Коми-Войтеру на развитие и организацию работы вот этих общественных организаций. Субсидии на проведение различных мероприятий с этнонаправленностью, в том числе и с направлением коми-языка. Субсидии для проведения конкурсов. Сегодня, кстати, открылся конкурс Коми-Велодыш. Как раз он стимулирует учителей и воспитателей в детских садах, которые преподают коми-язык, для более широкого распространения его в образовательных учреждениях. Отдельно общественники обсудили и вопрос оттока населения из районов Коми. Особо острый вопрос стоит в северных и отдаленных муниципалитетах. Проблеме уделено отдельное внимание в стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Выработан комплекс мероприятий, направленных на поддержку коренных малочисленных народов, а также сохранение и развитие традиционного образа жизни народов Севера в арктической зоне.